Он был потомком пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и признанным богословом и праведником. Ученики со всего Кавказа приходили к нему за знаниями, но получали больше, чем могла дать наука. Широко известный в Дагестане и за его пределами сподвижник и духовный наставник имама Шамиля Джамалуддин Казикумухский. Джамалуддин Казикумухский родился в одном из крупных и видных административных центров Дагестана в селении Казикумух. Благодаря усилиям своего отца Макабутта он получил блестящее для своего времени образование сначала в Кумухе, а потом и в ряде городов Кавказа и даже Османской империи. Его основательное знание языков, арабской литературы, античной и мусульманской философии, исламского права, этики были востребованы как на родине в Дагестане, так и за его пределами. Такие способности молодого Джамалуддина заметил и Асланхан Казикумухский, назначивший его своим делопроизводителем. За усердную службу и преданность он даже пожаловал ему 3 аула в своем ханстве. Но, чувствуя непреодолимую тягу к знаниям, вскоре богослов отказался от государственной службы и целиком посвятил себя научным занятиям и богослужениям, проводя время в молитвах и направлении своих посетителей на путь истины. Большую роль в формировании духовных интересов молодого искателя знаний и истины сыграло его знакомство с выдающимся шейхом накшбандийского тариката, ученым Мухаммадом Эфенди Аль-Яраги. Увидев его однажды, Джамалуддин больше не пожелал разлучаться с ним. От него же в 1824 году богослов получил разрешение и на наставничество в накшбандийском тарикате. С этого дня имя Джамалуддина из Казикумуха как шейха стало широко известно в Дагестане и далеко за его пределами. К нему стали стекаться жаждущие истины как из близких, так и из дальних мест. Его эрудиция, глубокие познания в исламе и добрый, открытый нрав делали алима в глазах учеников символом праведности и учености. Благодаря этим своим добродетелям к нему потянулись и будущие предводители борьбы кавказских горцев за свою веру и независимость, имамы Гази Магомед и Шамиль, которых шейх ввел в тарикат и сделал своими приближенными мюридами. Последнего связывали с праведным шейхом и узы родства. Дочь Джамалуддина Загидат была женой имама Шамиля. Родственные отношения еще больше укрепили дружбу и доверие между двумя выдающимися горцами. Имам постоянно обращался к нему за советом по вопросам государственного правления, международных отношений и права. Шейх Джамалуддин был человеком высокой нравственности и внутренней культуры. Молва об этих его качествах дошла и до царского командования на Кавказе. Знавший шейха лично, князь Арбельяни отмечал: но есть человек в Дагестане, который со времен первых имамов и до ныне встречается везде с глубоким благоговением, который тихою и смиренной жизнью, бескорыстием и справедливостью, ученостью и происхождением, строгостью в исполнении шариата, как первоначальный проповедник этого учения и как учитель Казимуллы, Гамзатбека и Шамиля приобрел в народе авторитет святого. Решив использовать эти обстоятельства и авторитет, царское командование пыталось склонить устаза к сотрудничеству, но Джамалуддин решительно отказался. Он не мог согласиться с колониальным гнетом царизма, который принес горцам много горя и бед. Среди такой напряженной работы шейх находил время и для составления книг. Особую популярность в народе получил его трактат по теории и практике суфизма «Удовлетворительные правила в накшбандийском тарикате», ставший известным во всем мире и получивший всеобщее признание и неоднократно переиздававшийся.
Широкую популярность получили также его труды по доступному изложению основ мусульманской религии, описанию внешности пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и его образа жизни, а также о сущности суфизма. В таком искреннем служении Всевышнему и заботе о своем родном Дагестане прошла вся жизнь Джамалуддина Казикумухского. Человек удивительной судьбы и высокой нравственности, он сыграл особую роль в борьбе горцев за свою веру и независимость. Но так уж было суждено Всевышним, что Кавказская война закончится не в пользу горцев. И от этого Джамалуддину Казикумухскому было тяжело на душе. Он больше не захотел оставаться в Дагестане и в 1862 году переехал на постоянное жительство в Турцию, где и оставался до конца своих дней, окруженный заботой и вниманием. Но на чужбине прожить ему было суждено недолго. Через 5 лет, в 1867 году, его благословенная душа покинула этот бренный мир и переселилась к милости своего Господа. Похоронили шейха на кладбище Каража Ахмад в Стамбуле. И по сей день люди совершают зиярат к могиле этого великого сына Дагестана. Любите свой край, знайте нашу историю и помните тех, кто ее создавал. islamdag.ru